Здравствуйте, уважаемые телезрители «Говорит ТВ». Сегодня мы выходим в прямой эфир. Смотрите нас в YouTube, на нашем YouTube-канале и на наших страницах в социальных сетях. Уважаемые телезрители, мы сегодня выходим в прямой эфир с передачей «Говори». И в гостях у нас известный политик Адахан Мадумаров. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что вы приняли участие в нашей, приняли мое приглашение. Нам нужно, очень важно знать ваше мнение, потому что вы относитесь к категории тех политиков, которые стоят в середине, да, сейчас. Естественно, нам всем важно ваше мнение, потому что очень редко сейчас услышишь что-то вроде нейтрального, да, потому что кто-то хаит, кто-то, наоборот, поддерживает линию нынешней власти. Или же, например, кто-то совсем ушел в оппозицию, как ушел сейчас Атамбаев, да, который тот же хвалил нынешнюю власть еще год назад. Но мы к этому еще подойдем. Я бы хотела начать наш разговор с вас. Недавно прошла информация о том, что кто-то ходил вокруг вашего офиса, кружил. Эта информация очень взбудоражила общественность, потому что, оказывается, у вас действительно есть какой-то электорат, который поддерживает вас, и в Фейсбуке это создало какую-то суету. На самом деле, что там было? Кто следил за вашим офисом, и была ли вообще слежка? Вообще-то за мной следят уже лет 25. Я к этому привык. Это неотъемлемый атрибут. Вы помните, при Акаеве еще СНБ, ГКНБ тогда, да, официально один из ныне здравствующих генералов обращался к председателю КГБ, что необходимо выделить дополнительные средства за слежкой Мадумарова. И он дает приказ выделить дополнительные средства. Я к этому отношусь нормально. Знаете, те, которые следили, те, которые там ходили вокруг нашего офиса и заходили, и задавали несколько вопросов нашим молодым сотрудникам, это тупость. Так все-таки было? Я же говорю, лет 25 уже за мной. Ну, в этот раз что было? И в этот раз тоже. И в прошлом году мы ходили, я хожу в одно место, там собираемся, чай пьем с нашими ребятами, единомышленниками. Там разговор о политике вообще не ведется. Там мы ходим туда чай попить, покушать, поговорить, пообщаться. И туда они установили, как в свое время... Чип, да? Диктофон. Да, диктофон, как в свое время установили, когда я, будучи депутатом, в моем кабинете и в кабинете Абсамата Масалиевича, еще нескольких, Алевтина Проненко, там Ишембая Кадырбекова, и они провалились. И аналогичный диктофон установили в этой комнате, где мы собирались сидеть. И знаете, настолько бесподготовленные люди оказались, они прикрепили к батарейке, да? А батарейка нагревается, а то, что они прикрепляют, она растаивает и упала. Мы это забрали. А совсем недавно, вот буквально 3 недели тому назад, мы тоже туда ходили, уже другую кабину, а там повесили часы. Современные сотрудники спецслужбы, они настолько безграмотные, неподготовленные, просто с улицы пришли. Они установили это подслушивающее устройство внутри вот этих настенных часов, и они часы повесили. Естественно, там и официанты, сотрудники, они прекрасно знают, что я постоянно туда хожу, они забеспокоились. А у нас, у ребят, есть аппарат, который определяет, где что находится. Как только заходят, тут же определяет. И даже по направлениям, сколько метров там, где установлено, тут же направляет. То есть бесполезно? Бесполезно. Во-первых, за мной не надо тратить государственные средства. Подойди ко мне, спроси, я на любой вопрос отвечу. Вот правда. Вот я вам подошла, спрашиваю, да. Что вы имеете сейчас против нынешней власти? Имеете ли вообще? Куда вы пропали? Делаете ли вы революцию? Вопрос, куда я пропал, это, наверное, неуместный вопрос, потому что многие, наоборот, говорят, что как только открываешь, там обязательно Мадумаров о чем-то говорит. Нет, последний вот этот месяц вы что-то притаились. Нет, я последний не месяц, последние 2 недели, наверное, что
я тоже человек. Вот сейчас дефект чувствуете в моем разговоре? У меня удалены зубы. Врачи категорически запретили выходить на холод. А я все равно выходил. И, естественно, 2 недели как-то пришлось заниматься лечением. И несмотря на то, что есть дефект, я вынужден появляться перед вами, поскольку я обещал, еще прошлую неделю обещал, и сдержал свое слово. И Спасибо. явился. Выздоравливайте, не болейте, Спасибо. пусть у вас будет все хорошо. Считаете ли вы все-таки себя угрозой для нынешней власти? Я ни для какой власти я не угроза. Я угроза, наверное, против несправедливости, против обмана. Вот то, что нынешняя власть говорит о том, что, во-первых, я не говорю за спиной. Все, что я думаю, я лицом к лицу говорил об этом Джеймбеку. Вы думаете, соответствующие выводы будут сделаны? Нет. Почему? Потому что то, о чем я предлагаю, это неприятно для этой власти. Я предлагаю прозрачность власти. Я предлагаю, чтобы они обратили на те очень волнующие наш народ проблемы. Вы думаете, они будут обращать на это внимание? Нет. Я обращаю внимание на небывалую деградацию кадровой политики. Они будут обращать внимание на это? Нет. Почему? Потому что президент сегодня заложник в руках тех людей, которые решили исход этих выборов. Нечестных, подкупных выборов. Но половина этих людей уже перебежала к Атамбаеву. И сам Атамбаев уже сидит на другом конце парома. Перебежали к Атамбаеву, я не знаю, но день за днем тает. Тают сторонники нынешней власти. Почему? Потому что они увидели, кто он есть на самом деле, на что он способен. Его интеллектуальный потенциал, его человеческий потенциал, его способность что-то изменить. Ведь человек, когда быстро меняет свои позиции, он становится уже опасным. Даже для своих самых близких людей, окружения. Неизвестно завтра, каким настроением он проснется. Что скажет завтра. И вот эти люди, которые решили судьбу этих выборов, самых грязных выборов. Если вы помните, я в свое время говорил насчет Атамбаева тоже, что выбирал не кыргызский народ, а корейский черный ящик. Поэтому я говорил, не признаю. А нынешнего президента говорил, что его выбирал не народ, его выбрал друг его. Так? Это истина, истина. И Атамбаев в последнее время об этом уже недвузначно говорит. Уже открыто говорит, что это была ошибкой, это выборы прошли достаточно грязно, выборы не соответствовали к тем стандартам. И я надеюсь, что все-таки у Атамбаева хватит духа, потому что человек все-таки более эмоциональный. И я думаю, что он, в отличие от всех предыдущих президентов, он будет просить прощения за те грубейшие нарушения конституционных прав наших граждан, каковым является право выбора, и что они пошли на такой путь, что из 3% довели до 54%. Вы думаете, он будет просить прощения? Я думаю, что все-таки он будет просить прощения перед народом, а наш народ, вы знаете, что он все прощающий, великодушный, очень такой уникальный народ. Если человек совершил какое-то преступление, и он попросит, ведь у кыргызов, вы знаете, великолепные пословицы, «Алдыңа келсе атаңнан құның кеч». Это у какого народа есть такое великодушие? Да? Это точно. Да, если попросит прощения, прости того, который убил твоего отца. Если он вернется, вы же знаете, Кто? что он в Дубае, Атамбаев. Так. И пока информации, вот я с утра допытывалась до пресс-секретаря, таки нет информации о том, что вернулся он или нет в Кыргызстан. Хотя говорили о том, что второго... Каждый раз, когда он куда-то уезжает, видимо, наверное, желаемое за действительность хотят выдать, и он что, не вернется. Я говорю, что... Вернется. Он вернется, в любом случае вернется, он не из тех людей, которые просто так на полпути сдаются.
прав, не прав, этот человек будет идти дальше. Вы знаете, очень многие политики и даже не политики, которые, ну, блогеры, побывали в гостях у Атамбаева. Угу. Атамбаев в гости вас случайно не звал? Нет. Мы с ним даже по телефону не говорили, начиная вот с 15-го года, уже 4 года. Хотя, вы помните, один из известных людей говорил, мне иногда хочется утром выйти на улицу и спросить у людей, как моя жизнь, что у меня происходит в моей жизни. Всегда кто-то знает больше, чем я сам о себе. А как вы хотели, вы публичный Приписывает, был такой концерт, был очень известный музыкант, виртуозы Москвы, Спиваков приезжал, и Акаев перед концертом начал говорить 45 минут в филармонии. И он рассказывал, когда родился, как он воспитывался, где учился. И в конце концов Спиваков не выдержал и сказал, я не знал, что кто-то знает мою биографию лучше, чем я сам. И был хохот такой. Поэтому, вы знаете, всегда кто-то знает больше про меня, чем я сам о себе. Люди очень любят заглядывать в замочную скважину. Это первое. А второе, естественно, в Кыргызстане ничего не скроешь. Что касается Текебаева. Вы знаете, да, что вот недавно Текебаев вдруг сделал реверанс в вашу сторону. Угу. Это очень редкое явление, когда Текебаев может похвалить кого-то, особенно вас, потому что мы все прекрасно знаем, какие у вас были отношения, и, то есть на публике. И, конечно, он говорит о том, что на самом деле, несмотря на какие-то вот разногласия, то есть у вас был единый путь в этой жизни, потому что вы все шли вот одним путем к справедливости, но разными способами. Угу. Зная Омурбека Черкешича, я бы сказала, чтобы он бы такое бы не сделал, если бы он хорошо бы не подумал. И если бы у него бы не была какая-либо бы мысль дальнейшего развития сказанных слов. Вы знаете... Вы готовы с ним создать какой-нибудь союз, как об этом сейчас говорят? Вы знаете, есть такое выражение, все, что спонтанное, оно искреннее. И если человек готовится к чему-то, вот, например, как сегодня, вы позвонили, я подъехал. Вы говорили в 2 часа, потом изменили график, да? Я подъехал. Я не знаю, о чем будет разговор. Я никогда не готовлюсь. Это во-первых. Во-вторых, если, как вы говорите, что Текебаев несколько раз обдумал, прежде чем говорить такие слова. Я не утверждаю, я говорю, зная его, я предполагаю. Если вы хорошо знаете его, тогда, когда он говорит, что у нас позиция одна, я имею, в прошлый раз, отвечая на кыргызском языке, говорил, что имеет, наверное, в виду какие-то ценности в жизни, общечеловеческие ценности. А все, что касается по форме государственного управления, все, что касается к политике, мы в разных полюсах. Он твердый приверженец парламентского формы управления. Я абсолютный приверженец за президентской формы управления, потому что мы должны исходить из ментальности своего народа. Мы должны исходить из того, что какую историю мы прошли, каковы наши миропонимания, мироощущения, если хотите, мировосприятие. Если глубже посмотреть, мировоззренческая философия у нас отличается. И поэтому у нас политические взгляды какие-то разные, но это не мешает человеку быть человеком. Если кто-то думает не так, как ты, это не означает, что он твой враг. Если Текебаев об этом говорил месяц тому назад, я об этом говорю лет 20, что он ярчайший представитель современной кыргызской политики. Из таких политиков я знаю только 2 лет 20 тому назад говорил, что блестящий оратор, великолепный парламентарий. Это не каждому дано. Это ты нацепил на грудь значок, ты не станешь депутатом. Это точно. Сейчас это подтверждают все 120 Абсолютно. парламентариев. Если тебя назначили на высокую должность, это отнюдь не означает, что вместе с должностью сразу выросли твои умственные способности, интеллектуальные способности. Ведь высокая должность, это не говорит, что о социальной зрелости человека.
Понимаете, это тяжелая наука. Это очень тяжелая наука. Это либо есть, либо нету. А приобрести такой опыт дается считанным людям. Есть такое понятие, как штучные. Так? Если бы каждый человек, занимаясь политикой, стал бы политиком, мне помнится сейчас последний визит в Москву Геншера, немецкого выдающегося политика европейского масштаба. Когда он с Владимиром Владимировичем Путиным встречается, он, помните, ему говорил: вы знаете, господин президент говорит, после де Голля, после Черчилля политики исчезли в Европе. Вот такого калибра. Кстати, у нас вот книга есть. Да, я Черчилля уважаю Черчилля, и да. читаю. Все, что касается Черчилля, я читаю. И на что Владимир Путин ответил: это вы имеете право говорить, вы патриарх, а мне с ними надо работать. Дипломатично? Дипломатично. А я, отбрасывая всякую дипломатию, могу сказать, что как Текебаев, как Кадырбеков, такие политики это штучные. Это достояние не только одной партии, это достояние народа, это достояние государства. Мы должны об этом говорить. Мы должны признавать. Мы должны научиться, если человек хоть сколько бы тебе не вредил, если человек достоин, мы должны говорить об этом. О достоинстве мы должны говорить. Это и есть мужество, когда ты готов побороть самого себя или внутреннее эго. Потому что ты должен всегда знать, что есть кто-то сильнее тебя, кто-то умнее тебя, кто-то мудрее тебя и кто-то опытнее тебя. Понимаете? А у нас есть такая болезнь. Нет, я самый, я самый, я самый. Ничего подобного. Поэтому я об этом давно говорил, говорю и буду говорить, поскольку я всегда предпочитаю умных, грамотных соперников, нежели бездумных соратников. Я предпочитаю вот таких людей. Хорошо. Атамбаев собирает свою команду. Джеймбеков, естественно, сейчас усиливает свою власть. А готовы ли вы объединиться с Текебаевым, создать какую-то нейтральную зону в этой ситуации, чтобы двигаться дальше? Может быть, у вас какие-то, если действительно совместные единые планы разовьются, вот готовы вы к этому? Я об этом публично несколько раз говорил, о том, что не по принципу, что ты мне нравишься, я тебя уважаю, а по принципу есть идея, есть план развития нашего государства. Если она соответствует, есть точки соприкосновения, мне не важно. Мне не важно с кем. Во имя будущего, во имя государства, я еще раз говорю, что абсолютно отбрасывая какие-то там свои личные амбиции, свои интересы, выгоды. Если есть общность, то почему бы нет? Если сегодня осознает свою ошибку господин Атамбаев и признает свои ошибки, что он, а не меняются только дураки, он изменился, если он извинится, то если есть очень хорошее предложение, почему нет? Если сегодня Джеймбеков вдруг утром встанет, проснется, скажет: елки зеленые, оказывается, мы совсем не так делаем. Вот мы должны развиваться по такому пути. Отныне ни моих братьев, ни моих каких-то там зятев, ни моих каких-то там однопартийцев или те, которые безбожно, бессовестно выполнили приказы и сделали итоги выборов. Нет, мне нужны люди, которые вместе сделаем из этого государства государство. Многострадальный народ наконец-то имеет право на лучшей жизни. Если он об этом заявит, почему бы нет? Хотя я в этом глубоко сомневаюсь. Почему нет? Проблема не во мне, проблема всегда в них. Вот теперь, по происшествии нескольких лет, Атамбаев начинает осознавать. И он публично начинает говорить: честь и хвала, в отличие от предыдущих президентов, которые никоим образом не признают свои ошибки. А в чем признался Атамбаев? Ничего не признался? Признался, что некоторые вещи сделал неправильно, некоторых людей посадил неправильно. Видимо, наверное, нарушая какие-то там принципы, не надо было применять такие жесткие меры по отношению к каким-то политическим оппонентам. Хотя бы так, на словах.
Ну, там, Вы согласны, наверное, со мной? нет, я не согласна. Там есть подводные воды, о которых сказал сам Текебаев. Он, сидя в камере, сказал о том, что Атамбаев не признался о том, что не посадил неправильно. Он признался в том, что он сделал героя из Текебаева, посадив его. То есть он мог бы это не делать, он мог Это бы... и есть как раз то, о чем я говорил, что внутри у каждого человека сидит червь. Это эго. Говоря, Эго, осознавая, при этом червь еще верховенствует над чувствами Атамбаева. Я думаю, что когда он убьет эту червь, он тогда станет уже как бы настоящим человеком. Любой человек, не только Адахан он. Кимсанович, мне знаете, что кажется? Его сейчас гложет другой червь. Какая? Месть называется. Возможно. Не без этого. Не без этого. Но, вы знаете, месть, если направлена удовлетворение своих каких-то там личных, узкокорыстных интересов, это уже не месть. Это что? Это хуже, чем месть. Если месть во имя каких-то там высоких, благородных идей, это здоровая месть. Но не мне судить сегодня, какими порывами, какими мотивами движет его в настоящее время, но не без этого. Мы все люди, не без этого. Месть вы имеете в виду по отношению к нынешнему своему другу, да? Да. Или они уже не друзья? Они давно не друзья. Не друзья? Ну, Бывают по крайней временные, мере, да? Бывают временные друзья? Вообще друзей не бывает, если честно. А вот тогда, я вам скажу. когда-то я отвечал на этот вопрос, что не бывает друзей, есть единомышленники, Да, тогда по интересам. со всех сторон меня начали лупить. Ведь это интервью уже 22 года, когда 32-летний Мадумаров говорил, что я не имею друзей. Потому что слово «друг» – это очень ответственное слово. Да. Это бесценное слово. Я, отвечая на кыргызском языке, говорил, вы знаете, не дай бог, если у кого-то одна почка отказала, или обе почки отказали, готов ли такой человек, который может отдать одну свою почку во имя своего друга? Нет. Поэтому о дружбе не надо вести речь. Без каких-то там корыстных целей, может, не задумываясь, может отдать мать, может отдать отец, может отдать родной человек. А вот насчет дружбы я глубоко сомневаюсь. Несмотря на вашу позицию, очень критическую позицию в отношении нынешней власти, идут разговоры о том, что, сейчас, конечно, сватают всех, в том числе и вас, в премьер-министре Кыргызстана. Вы об этом слышали? Знаете, если предложат, пойдете? Я об этом много раз говорил, что я нахожусь дома, про меня пишут. Я нахожусь где-то, а все равно пишут. Надо радоваться, если пишут. Я 10 лет, скоро будет 10 лет, я не занимаю никакую государственную должность. Но все равно пишут. Ну классно же, если пишут. Все равно пишут, все равно какие-то там догадки устраивают. Я вначале говорил, проблема не во мне. Если сегодня скажет, да, мы допустили грубейшую ошибку, да, мы формировали такое правительство, оно бездарное, если беззубое. вас назначат, это будет, конечно, уже подтверждение ваших мыслей о том, что человек повернулся, утром встал и сказал, елки-палки, я шел не так. Что-то не так делаю. Давайте я сделаю по-другому и назначу Адахана Мадумарова премьер-министром. Это не самоцель. Катя, это не самоцель. Сегодня Мадумаров или другой человек, сегодня должна формироваться такая сила вне политических пристрастий, вне каких-то там родственных пристрастий. Сегодня должны собраться профессионалы своего дела. Сегодня должны собраться опытные люди, чистые люди, честные люди, которые днем и ночью готовы что-то сделать, что-то изменить. Должны собраться именно такие люди. Независимо от родоплеменных отношений, независимо от половых каких-то там различий, независимо от возрастных каких-то там разниц. Сегодня страну надо спасать. Пойдете в премьер-министры? Для этого есть условия. Во-первых, сегодняшний
глава государства должен говорить о том, что то, что по Конституции дается, ни на йоту не нарушая Конституцию, я формирую такое правительство, которое будет вытаскивать из этого. Я прошу об этом. Я иду. Я иду. А если скажет, вот моя программа, и вы должны притворять в жизнь эту программу, ни за что. Ни за что. Почему? Потому что сегодня, по сегодняшней Конституции, президент не имеет права принимать вообще никакую программу. Он не имеет права вмешиваться в социально-экономическую жизнь нашей страны. Абсолютно не имеет. Эта Конституция не я писал, они писали. Не я принимал, а они принимали. Ты будь добр. И они другие принимали. Другие принимали, но во имя чего принимали? Я имею в виду, принимали тогда, когда Джеймбеков был активным членом этой власти. Так ведь? Да, он всегда был активным членом нашего общества. Поэтому, если еще раз говорю, что не во имя какого-то конкретного человека, я готов служить, но прислуживаться тошно будет. Это здорово. Хорошее, кстати, высказывание, мне очень нравится. Последний вопрос касательно новых кодексов. Вы часто встречаетесь с людьми, с народом, вы выступаете где-то, и, скорее всего, вы знаете настроение людей. Новые кодексы введены с 1 января 2019 года, которые, кстати, сейчас ведут в тупик всю правоохранительную систему. Да? Да. Люди вообще слышали об этих кодексах? Не то, что люди, даже депутаты не слышали, как выясняется сегодня, да? Ведь по регламенту депутаты принимают законы после 2-3 чтений. А выясняется, что из 120 депутатов никто не читал. Поэтому они друг другу задают вопрос. Ты внес? Нет, я ни при чем. А возможно, твой комитет говорит, нет, мы не видели. Все имена есть, кто вносил. О чем разговор? Но тогда, когда вносили, они были героями, они стояли, вот я написал. А сегодня выясняется, что это бездарные законы, кодексы, абсолютно, которые противоречат друг другу, как день с ночью, да? А выясняется, что, как всегда, победителей, родителей много, а поражение сирота. А сегодня выясняется, что правительство не знает, не вносил, парламент не знает, кто это дело сделал, как они принимали. И тогда у нас, безусловно, возникает законный вопрос, а правильно ли они сидят? Где гарантия, что другие законы, они точно таким же образом оптом не принимали? Ну так принимают же. Принимают, я говорю, поэтому я говорю. А они еще на Мадумарова обижаются, когда я говорю, что там собрались известные кто. Они на меня обижаются, что он называет парламент вот так. А вот вам доказательства. Вы знаете, если раньше какое-то противоречие в переводе какого-то закона, просто рядового закона, если получается где-то ошибка в переводе, это был скандал. Это был страшный скандал в парламенте. А сегодня целые кодексы. Получается, что один кодекс противоречит другому кодексу. Получается, что люди, которые до декабря совершили какое-то преступление, сегодняшние следователи не знают, как вести следствие в соответствии с старым кодексом или в соответствии с новым. Да, да. Судьи не знают, какие решения надо принимать. Но до какого уровня надо быть, извините меня за такое выражение, идиотом, если за педофилию от 15 снижают до 7 лет. Это что за гуманизм? До 12, да. Это что? От 7 до 12. Да. Это что за гуманизм? Скажи мне, пожалуйста. Это какой депутат голосовал? Но они говорят, в совокупности потом получится больше. Это они говорят. А судьи так не толкуют. Законы пишутся однозначно. Есть где-то какие-то там другие понимания, и то отдельная статья подвергается толкованию. А толкованием имеет право заниматься исключительно парламент. Как они будут толковать, если они первоисточник сами не понимают? Безусловно, вот это и определяет интеллектуальный уровень, качественный состав этого парламента и как они относятся к своим обязанностям.
Ну а вы в курсе, что внесен мораторий на внесение изменений в эти кодексы? Потому что сейчас менять ничего уже нельзя. Вы знаете, если даже изменять нельзя, но это приведет к коллапсу. Это приведет к правовому коллапсу. Сегодня многие дела приостановлены, потому что судьи в замешательстве. Как принимать решения? Хотя закон обратной силы не имеет, есть такой принцип. Но там же не только процессуальный кодекс, но сам уголовный кодекс изменен. Как вести себя, никто не понимает, никто не знает. Исходя из этого, я вам говорил, что сегодня надо формировать такое правительство, которое будет состоять исключительно из высочайших профессионалов. Только они могут вытащить из той трясины, где мы оказались благодаря этому парламенту. Я этой надеюсь, власти. что эти профессионалы найдутся. Но вы же в курсе, да, что эти кодексы принимались в 2017 году при Атамбаеве? В 2016 году при Атамбаеве. Да. И почему-то они передвинули на 2019 год. Как вы думаете? Я не знаю, какие там подвохи, я не знаю, но извините меня, если правительство вносило, в то время был премьером Джеймбеков. Если хотите делать ссылку на парламент, этот же состав был. Это не новый состав. Да. Этот же состав. Они в 2015 году избрались. Да? Одни и те же люди. Один в качестве правительства исполнительной власти, другой в качестве законодательной власти. Они сидели. Но новые не появились там. Они вносили, они предлагали, они принимали. Они должны претворять в жизнь. Самое страшное, Катя, не в этом. Самое страшное, что они за это брали 13,5 миллионов евро. Где это видно, что кыргызский парламент для того, чтобы написали законы, кодексы, получали деньги. Они за это зарплату получают. 10 миллионов получили на разработку кодексов, которые абсолютно бездарные кодексы, которые не применяются в жизни. В практике сегодня невозможно применять. И 3,5 миллионов евро потратили средства массовой информации. Ничего подобного не потратили. Не было просветительского движения. Молодец. Вопрос возникает. Это не вопрос у Мадумарова возникает. Вопрос логически возникает. А где эти деньги? А вот мы будем искать эти деньги. Где эти деньги? Давайте проведем журналистское расследование. Вот представьте себе, 3,5 миллиона евро. Это что за бешеные деньги? А 10 миллионов евро, это, извините меня, это 13 миллионов долларов, да? Мы на детский онкологический центр, мы плачем, ездим казахам, ездим туркам, ездим куда угодно, умоляем, молимся, на коленях стоим, чтобы вылечили наших граждан. А хотя тогда этот ускоритель стоит 10 миллионов долларов. Зачем ты будешь писать никому не нужные кодексы за такие деньги? Лучше бы ты купил вот этот аппарат и поставил бы детский онкологический центр. Сотни тысяч благодарили бы и молились бы за тебя. Но куда ты потратил? Правительство говорит, через нас не проходило. Это официально Министерство финансов заявляет. Через нас не проходило. Правительство говорит, мы не знаем. Парламент говорит, мы не получали. Где? Эксперты? Какие эксперты? Которые писали кодексы. А таких экспертов надо поименно озвучить. Ну, я, например, знаю. Знаете? Да. Озвучите, пожалуйста. 12 членов. Озвучите. И поскольку они получали. Какие депутаты были причастны к этим проектам? Списки депутатов тоже есть. Списки депутатов. Озвучьте. Народ должен знать своих героев. Это бешеные деньги. 10 миллионов евро – это 800 миллионов сомов. Это миллиард сомов. Они получают почти миллиард сомов для написания никому не нужных кодексов. Это что? Ну, будем надеяться, что как-то Это что за ответственность? разъяснится. Скажите мне, пожалуйста. Я же говорю, что при нас, когда раньше при парламенте, одно слово – ошибка, это был скандал. Вот вам и степень ответственности, уровень социальной зрелости сегодняшнего парламента. Ну, давайте последний вопрос тогда все-таки, да? Заключительный будем говорить, не последний. Да, давайте. Заключительный вопрос касательно весны. Угу. Есть прогнозы? Я никогда не прогнозирую. Знаете, тем более прогнозировать в кыргызской политике – это бессмысленная затрата времени,
Потому что мы и наше общество развивается алогично. Нелогично. Аллогично. Есть такое слово? Да. Аллогично – это против логики. Против логики. А можно прогнозировать события, которые будут развиваться в соответствии с какими-то законами. Логичное развитие. А поскольку есть отрицание всякой логики, это аллогизм, прогнозировать что-то – это бесполезно. Ну, если нелогично развиваются события, значит, что-нибудь, да, может… Всякое может быть. Всякое может быть. Всякое может быть. В отличие от очень многочисленных экспертов, которые там 2 раза выступают, уже 3-й раз говорят «эксперт». Их пруд-пруди, экспертов. Я не хочу быть в числе этих экспертов и не знаю, как будет развиваться. Все зависит от того, насколько ответственно будет относиться к своим обязанностям эта власть, как будет сдерживать свое слово, свои обязательства, и насколько власть сегодня готова к каким-то изменениям, каким-то переменам. И вторая сторона, насколько наше общество готово терпеть того беспредела, того бардака, той безответственного отношения к власти своим функциональным обязанностям, это тоже от этого зависит. Это и, с одной стороны, общество, с другой стороны, сегодняшняя власть. Как они поведут себя, поживем, увидим. Поживем, увидим. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию. Удачи вам. Уважаемые телезрители, мы были в прямом эфире с Адаханом Адумаровым. Надеемся, что все у вас будет хорошо. Желаю вам всем плодотворной, удачной, хорошей недели.